Прибыли мы во Владик. Сначала стоял в Уссурийске, ночь переночевал. Пришла заявочка. Будем грузиться бананами. Блин, плохо, наверное, будет видно. Он стоит в порту. Покажу. Вон пароходики. Здесь, конечно, вид не ахти, но по дороге ехал. Вообще классный вид был такой, как пароходики стоят, все. Здесь магазинчик рядом был. Купил котлеток рыбных с кальмарами. Сказали вкусные. Попробуй. Хотел купить мясных. Вот. Но мясных тут не было. Вот, покупал такие же мясные, когда жарили. Ну попробуем, ладно, ничего. Заехали по пути. Чему? Как это называется? Ну не важно, как называется. Взяли, загрузили нам 100 поддонов, потому что у них поддона не было. Тут сказали заехать, пожалуйста, там, туда, по дороге. Ну, заехал, быстренько загрузили, прибыли к месту погрузки. Сказали, пока стойте, сейчас там машину одну загрузят, мы вторые будем. Поведем бананы в Улан-Удэ, в принципе недалеко, в режиме пойдем. То есть первый раз пойдем в Владивосток в режиме. Так вот мы заехали. Все, нас встретили. Сейчас разгрузят палеты, которые мы привезли. И пока шел, увидел, в колесе гвоздик торчит. Вот так вот. А вот он, красавчик. Надеюсь, что не очень глубокий. Вот такая вот херотень залезла. Нормально все. Да, здесь вот резина вот такая. Приморский гвоздь. Повезло, не достал, блядь. Не гвоздь, значит не поймешь, что это. Это уже давно оно там. Где-то поймали гвоздик. Вот, если что. Не хочет вылазить. Сейчас вытащим. Вот такой вот спуск тут, блин. Точнее, подъем. Еле залез сюда с жопой. Такая высота сразу резкая. Вот отсюда вот мордой к машинам у тебя залазил жопой с разгона. Ну, видите, да, как высоко стоит машинка. Да, здесь
ровности нету. О, на горе он, здание какое. Вот мой рост, даже больше, машины стоят выше. Метра 2, наверное, высота, перепад. Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо. Железка, блин, не проколола колесо. Залезла прям четко, блин. Хорошо увидел сейчас. Тут так, может, еще затолкало бы дальше. Так, сейчас на палеты выкидывают. Вон пришел контейнер с порта. Стоит и будут перегружать. Там через с него вон он стоит. Вот так вот. Котлетки я пожарил, покушал. Вообще отличные, сочные. Так, поддончики выгрузили у нас. Сейчас подъехали жопа к жопе к контейнеру. Там еще 15 бананов пришло. 15 тренировок. Датчик температурный. Сейчас все закидают. И поедем, и помчимся. Помните, подлаживал сюда резиночки? Опять. Здесь еще они болтается опять. Не знаю, что-нибудь вылетает, как оттуда. Сейчас возьму, сниму ее. Смотрю, там может подогнуть можно эти направляющие. Уж подлаживал, до резинки подлаживал, потом губку подлаживал, а снимал, и все равно, блин, болтается сейчас, вылетает, видать. Вот такие автобусики тоже ездят. Никаких маршруток. Все, я загрузился. Но теперь у нас проблем взвеситься, блядь. Здесь ровных мест вообще нету. Машина, видите, как стоит. Склон вниз. Здесь жопа задрата. Показывает, что на прицепе перевес на 800 килограмм. Сейчас попробую сюда вот переехать. Здесь вот более-менее площадочка ровная будет. О, зеленые бананчики. Тысячу 50 коробок бананов. Зелени. Эквадор. Сейчас последнее не выкидываю, чтобы переезжать к работе. Еще машина тут едет, чтобы взвеситься.
Пломбируемся, тогда едем. Вот Японское море, Владивосток. Тоже город в горах на берегу находится. Необычно так. Все находится, все так расположено.
подъемте, 2 полосы, обходи. Ага. Сука, у меня что-то, короче, походу термостат башку ебет, Серега, что ли? Бля, ну может что-нибудь заклинил, ебаный? Изоленту везут. Блядь, сейчас нижний патрубок нахуй потрогал на радиаторе, блядь, он тут что-то чуть теплый. Кабель какой-то, блядь. Какой-то кабель везут. Замотано все у них. 500 км осталось до Читы. Что-то я не снимал, пока ехал, да и снимать-то ничего. Был и снег, и дождь по дороге. Вот здесь Сковородино проезжал, прям, блин, такой дождь был. Сильный-сильный, со снегом. Гуляш 200 метров. Да что-то опять гуляш тебе, блин. Да, в горку, блин, ваша скорость 70 не будет даже. Вот такой вот вид. Солнышко садится у нас. Что-то на улице плюс 4 показывает, ничего не тает. Он обочина, все, блин, замерзшее, ничего. Кто-то кого-то обманывает, видать. Вот так вот летим с горочки. Дорога, чтобы более-менее хоть началась. Такой спуск. Осталось нам 1200 до точки выгрузки. Ну, не до точки выгрузки, до Улан-Удэ. Там Улан-Удэ небольшая, так что идем в штатном режиме, все нормально. Только протер стекла все, блин, все вытер, все опять все грязное стало. Заехал. Снег, блин. Еще была плюсовая температура, пролетели. Быстро опять солнышко вышло. Ну, смотрел там под циклоном небольшие циклончики такие, да, были. Летим. Не мешаем. Кавушка летит. И что там, спуск ровненький, нет? Можно отпускать? Да, шикардос. То до этого сейчас были спуски такие. Спуск и кочки. Даже знака нету, можно сразу тормозить. Потому что там, блин, колес не соберешь. Поэтому спускаешься 70 где-то, еще потом в конце еще притормаживаешь. Потому что если отпустить там до 90, не знаю, ты до потолка точно долетишь. Потолок высоко, до нас еще метр даже. Не, ну пристегнутый будешь, не долетишь, конечно. Ну я так, метафорически. Еще снежок лежит, хоть плюс 3 сейчас. Вроде плюсовая, ничего не тает, ведь обычно когда тает, это все темное, а это все светлое, замерзшее. В обед останавливались, пообедали, пока отставились, лягли еще. Часочек поспали, что-то прям нарубило так. Опять встал в 6 часов, поднялся сам. Даже будильник
поставил. Сам проснулся в 6, поехал. Зато в обед, блин, что-то как солнышко пригрело, блин, что-то на сон поклонило. Заехал, покушал и на стояночке спать лег. Поспал, блин, чуть-чуть. Стало все нормально. Поехал дальше. Уже сегодня проехали 800 км. Время 19:30 местное. Так что нормально. Идем. Где-то штукарик мы проходим. В день. Ну, не меньше 900. Ну, даже 900, наверное, не проходим. Больше проходим всегда. Что меньше 1000, наверное, не прохожу. Как бы нормально. Запасик делать, мало ли что. Такой затяжной спуск. Вот кочечка, вот видите. Небольшая, но неприятная. Смотрите. Оп. Смотрите, кнопки как часы, блин. У рации. Чик, чик, чик. Какой вид. Вот так вот мы с горочки спускаемся. Солнце садится, прикольно. Сейчас скоро еще деревья зеленеет, будет вообще тут красота. Ну, там что-то на работе узнают, что у кого там паспорта есть, у кого нету. Какие-то будут рейсы сейчас у нас на Казахстан делать, в Белоруссию. В связи вот с импортозамещением меняются логистические движения. Маршруты будут в Казахстан и в Белоруссию еще. Так что не знаю, что будет, но колонны про паспорт загран спрашивал, писал, чтобы отписаться ему. Как бы отписался. Но мы если докатаем и отдыхать. Что там будет дальше, не знаю. Как бы лучше. Как бы лучше на Якутск мне больше нравится, особенно летом. Ну, ребят, что-то с термостатами у одного. И в горку, не в горку спускается, говорят, машина греется, ну что-то там. Это не габариты два, которые шли с катушками. У тебя там датчик должен на вентиляторе температуры состоять 50. Вот, видите, связи тут. Нет. Не, ну как, такая телефонная есть, интернета вообще нет. Уже давно. От нагрева у тебя там включается, блядь. Ля-ля-ля. От нагрева радиатора, понял? Там внутри же нет, если горячий, он Осталось 250 км нам с этими бананами зелеными до Улан-Удэ. Вот такая погода встретила нас. Пойдем посмотрим, что там на улице у нас. Сейчас в дождик перешел, был снег просто кошмарный. Аж ничего не видно было. Реф работает у нас. Чик-чик.
бока как отмылись. А то вот такая морда лица. Сейчас в снегу. О, шлеп. Снег с дождем идет на улице. Было плюс 5 ехал. Поднялся в горку там. Сразу хлоп и на 0. Ну ничего, Раис. Все штатно, все нормально. Вода у нас с машинки лупит, текет. Чуть-чуть почистить дворники. Видно. Снег собрался. Надо его опускаться. Фары тоже все во льду. Поворотник ничего не видно будет. Это хлопоеки блестящие, чистенькие. Их! Колесики задние тоже подмылись чутка. Полуприцепом все вымыл. Ничего. Доедем, посмотрим, что будет. Какая погода. В принципе, должен циклон к вечеру закончится уже. Уйти отсюда. Опять в горочку поднимаюсь. Опять снежочек пошел. Дождь, снег, дождь, ветер. Погода весенняя. Зима не хочет отступать. Свои права сдавать. Длинная горка. Еле ползет. Вот так вот. Машин практически нету. Едем в гордом одиночестве. Чем выше в гору лезут, тем белее здесь становится. Уже снежок перестает таять, уже белый асфальт становится каш. Будем надеяться, что будет все хорошо у нас. Хоть и циклон небольшой, но сильный метет с ветром. Туда-сюда не дрынкалась скоростей земных. Начала буксовать еще под конец. Ну, видите, да, машину еле видно встречную. Там, дружище, как обстановочка на часу, нормально? Тоже снимает, на телефон едет. Да там получше, чем здесь.
А, ну у тебя там дальше на УД пойдет нормально, сыро, заебись, как бы, ну, ехать можно.